Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Вместе с новой студией мы тестируем и новые форматы общения, и несмотря на то, что границы сейчас закрыты, буквально через минутку в нашей студии появится певец, полуфиналист украинского проекта «Голос страны» Алексеев. Алексеев, певец, полуфиналист проекта «Голос страны», в этом году отметил 5-летие своей творческой карьеры. Знает, как записать дуэт, находясь с партнером в разных городах. Утверждает, что самоизоляция помогает сосредоточиться на работе. Итак, прямо сейчас мы впервые за историю нашего шоу будем общаться с гостем в формате онлайн. Буквально через секунду с нами на связи появится певец Алексеев. А вот Никита появился, он с нами сейчас на связи. Привет, мы рады Привет. тебя видеть сегодня у нас в гостях в нашей новой студии. Добрый день. Добрый день. И хочется сказать твоими словами, как ты там из твоей песни? Как ты там? Да. Спасибо, все прекрасно. Отличная погода. Сегодня у нас в Киеве солнечно, поэтому радуюсь жизни. Все хорошо. Как у вас дела? Но вы не выходите на улицу, да? Нет. Мы пока в этой ситуации стараемся придерживаться правил. Никита, для тебя апрель достаточно культовый месяц. Расскажи, пожалуйста, почему? 6 апреля, если я не ошибаюсь, 5 лет назад вышла песня, которая называется «А я плыву», и она стала большим хитом в Украине, и не только, я знаю, что и в Беларуси эта песня тоже звучала. Она вот так вот качала всех нас. А как будете праздновать, как отмечать будете? Во-первых, мы вспоминаем все, что происходило. Мы сделали этот месяц вот таким вот периодом воспоминаний и делимся с нашими фанами различными кадрами и видеосъемками архивными, с видеоклипов, с всевозможных съемок. В общем, делимся нашей такой закулисной жизнью. Кроме того, это уже, наверное, больше подарок мне на день рождения, который состоится в мае, 18 мая. Мы в преддверии этой даты, если быть точным, то 15-го, планируем релиз моей новой песни, которая называется «Ревность». Ой, мы тебя поздравляем. Будем ждать. Нет, с наступающим Спасибо. днем рождения заранее нельзя. Ну, слушай, зато можно поздравить с релизом песни, это однозначно. Никита, мы знаем, Спасибо. что ты недавно записал трек в дуэте вместе с Ириной Дубцовой, верно? Да, Называется совершенно верно. песня Совершенно «Один из верно. нас». Это ты как-то Да, приурочил да. к празднованию своего этого большого юбилея 5-летнего? Может, да, почему бы и нет? Сейчас все, что происходит в моей жизни, приурочено к этой дате. Да. Вы подали мне отличную идею. На самом деле, я очень рад, что состоялась эта песня, потому что раньше мне не приходилось делать студийный материал дуэтный. И это такой мой первый опыт, когда я вместе с другим артистом, а именно с Ириной Дубцовой, исполняю прекрасную, замечательную песню, ее авторство. Мы сразу же согласились, совершенно не думали, как только нам поступило от Иры и ее команды предложение исполнить эту композицию, мы сразу же поняли, что это нужно делать, и, собственно говоря, начали работать над ней. Продакшн песни состоялся в Киеве, и было очень приятно поработать с Ириной в такой очень дружеской, компанейской обстановке это все происходило, хоть и на расстоянии. А расскажи, как долго вообще готовился этот трек? Может, особенности какие-то были в работе? Особенности, конечно, есть, когда ты... для меня вообще это первый опыт, я еще раз повторюсь, работы над студийной дуэтной песней. И, кроме того, когда это все происходит в двух разных странах и на расстоянии, и ты совершенно не видишься с человеком, но при этом тебе нужно... Что же самое важное в дуэте в целом? Это, какая-то общая точка зрения, которая объединяет двух исполнителей, какие-то идентичные взгляды на многие жизненные ситуации, да, и это какой-то должен быть такой общий эмоциональный подход и какой-то такой трепет. Это все было, несмотря на то, что мы не виделись воочию, но это все было, и нам получилось найти этот идеальный баланс и гармонию в исполнении этой песни, несмотря на то, что мы еще пока вместе одновременно ее даже не пели. Поэтому, бывало и похуже, знаете.
Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и мы продолжаем общаться онлайн с нашим гостем, украинским певцом Алексеевым. Никита, смотри, в последнее время в Инстаграме появилось множество масок, с помощью которых можно узнать, кто ты из Гарри Поттера, какой ты овощ и так далее. Мы тебе предлагаем более интеллектуальную игру, которая называется «Я знаю 3 слова». Правила этой игры. Мы будем называть тебе букву и 3 категории. Например, буква «Б», а категории у тебя там школьный предмет, фрукт и дерево. Значит, ты должен назвать биология, банан, береза. Ну что, Никит, если ты готов, то тогда поехали. Да. Буква «В». И тебе нужно назвать сладость, актер, школьный предмет. Значит, актер Вин Дизель, школьный предмет... не знаю. Влог. А сладость... Вок — это танец, да, вот этот вот? Сладость да, на В. пусть будет, да. Виноград. Сладость на В. Виноград, ну это, да, пусть будет виноград. Ну пусть давайте, будет виноград. хорошо, отлично справились. Следующее... Ватрушка. Ну ладно, Да. хорошо. Мы командой справились. Буква «М». И на букву М тебе нужно назвать цвет, певец, станция метро. Пусть будет мандариновый цвет, пусть будет Бруно Марс, фамилию назовем. Марс. Или группа Модорамо. Да, а что было третье? И... Метро, станция Забыл. метро, Майдан. Пусть будет Майдан, да. Да, есть у нас такая, да. Да. Отлично. Отлично. Следующая буква. Буква «А». И нужно Да, назвать и слова. вид спорта, обувь, город. Атлетика. Какая-то. Подходит, кстати, и городу. Да, пусть будет легкая атлетика. И пусть будет город атлетика. И Обувь. что у нас было еще посредине? Обувь. 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 Ну, не знаю. Пусть будет еще один город Аликанте. Еще один испанский город Аликанте. Отлично справились. Пока, видите, главное, что можно еще придумывать свои правила. Отлично, В мне принципе, кажется, это, да, прекрасненько. Никита, следующая буква «Н». И тебе нужно назвать Н. на букву Н фрукт, насекомое, драгоценный камень. Фрукт на букву Н. Пусть будет нектарин. О, Отлично. Нектарин вкусный фрукт, я считаю, да. Что у нас дальше? Драгоценный камень. Нефритовый Насекомое. камень пусть будет. Мгм. Да, И и насекомое. Насекомое. Ну давайте, пусть будет... Не знаю, подскажите мне что-то. Жук-носорог, носорог, нормально. Жук-носорог. Носорог, всё. отлично, да. Пойдет. Пойдет, Да. мы тоже так считаем. Итак, следующая буква Да. «Т». И на букву Т тебе нужно назвать мужское имя, музыкальный инструмент, ягода. Тарас, имя, тромбон, музыкальный инструмент, Ягода. ягода. Ну давайте все вместе подумаем, какая это может быть ягода. Тырва. Толчонка, турецкая ягода. Отлично, Тыква. супер. Никит, спасибо тебе большое, ты справился. Спасибо, что вышел Да, с я нами на связь. справился великолепно. Чемпион. Да. Спасибо, Да. что сегодня был с нами. Мы желаем, конечно же, самое главное сейчас это здоровья и творческих успехов тебе больших. Всего самого наилучшего. Спасибо, вам тоже, да, был очень рад пообщаться, друзья. Всем вам тоже всего доброго. И всех приглашаю обязательно на мои концерты, которые обязательно состоятся. Они на некоторое время перенесены. Вот, но шоу «Моя звезда» обязательно приедет в Беларусь и обязательно состоится, поэтому всех приглашаю на мой концерт. Ну что ж, друзья, мы продолжаем общаться с интересными людьми. И рад вам представить гостей нашей студии. Это участники группы Intelligence Всеволод Довбня и Юрий Тарасевич. Что бывает только синим? Синяк. Почему пол мокрый? Макряк. Как заработать миллион? Отдать его. Побогатеть. Кто из вас самый интеллигентный? Витас.
Всеволод Довбня и Юрий Тарасевич, участники группы Intelligency, авторы трека, который за 1,5 месяца набрал более 10 миллионов прослушиваний. Уверены, что единственные рамки, которые могут быть у музыки, это стены студии. Предпочитают выступать в необычных местах, вроде кольцевой дороги или крыши недостроенной высотки. Надеются, что эра онлайн-концертов скоро закончится. Привет, ребята. Привет, Здрасте, привет. здрасте. Карантинные обнимашки. Здоровенько. С тобой не будем Привет, обниматься? привет. Присаживайтесь, Всем привет. чувствуйте себя как дома. Присаживайся, Юрий. Присаживайтесь, ребята, да. Слушайте, как вам вот эти обнимания? Это холодно. Гоняем ветер немножко. Ребят, ваш трек «Август» наделал очень много шума. В совокупности более 10 миллионов просмотров на YouTube. Вы в чатах ТикТока, вообще во всех чатах. Как вы думаете, чем вы зацепили? Ну вот музыка не что иное есть, как шум в разных частотах, да. Красивый, Видимо, между красивый частот. шум. Да, люди что-то уловили, скорее Мы просто, наверное, мастера шума. Вот мы очень любим шуметь и решили пошуметь вот в виде этого трека. Ну, вы так хорошенечко пошумели. Ну, на самом деле, хороший текст, правдивый, о нашей жизни, о молодости, о задоре. Дроп, в котором, грубо говоря, настроение вот этой напряженности молодой, оно сливается уже с неким позитивом таким, и безбашенностью, и беззаботностью, и все вместе это сработало. Ребят, мы знаем, что ваше творчество оценили многие известные люди. Расскажите, кто это? Ну, нам писал Витас, мне звонил на телефон Шура из Би-2, Бузова Ольга потанцевала немножко, Айова Катя, она выразила респект, Надя Дорофеева «Время и стекло». То есть все, кого мы слушаем каждый божий день. Ребят, а как писался вот этот трек? Потому что вас хвалят за то, что вы просто создали его в каких-то кустарных буквально условиях. Либо это какая-то утка уже. А вы понимаете, нам даже здесь, в студии, вашей великолепной студии, очень уютно и непривычно уютно. Диваны, ковер, ваше благополучие, скажем так. Мы работаем фактически на 4 квадратных метрах. В разрухе. В разрухе с микрофончиком и с наушниками очень такими простыми. Бюджетными. Да, и мы вот выходим, когда в этот мир из нашей изоляции, как бы из карантина, мы видим вот это все великолепие, сие как бы благоденствие. Ну и немножко, как-то Да, и немножко вот... ерзаем. И немножко даже неуютно от вот этого вот, как мир, вот он ярок и вот... Когда ты сжимаешь свои вот рамки, организм, наоборот, выплескивает в это вот все в музыку. Это самый маленький Мы все коворкинг сделали, в чтобы у нас Минске. прям, лилась музыка из нас, но надо себя из этого ужимать. То есть, чем хуже ты все Как делаешь, из зоны комфорта выходить, как и артист должен Да. быть голодным. Да, поэтому этот замечательный ковер мог бы стать не то что моим домом, моей кроватью, кухней и всем. Мы стесняемся вот фактически ходить по нему. А расскажите, пожалуйста, про клип, чья идея, зачем разбили машину и кто все эти люди в нем? Это идея наша, снабженная великолепными умственными способностями Антона Мамоненко. Ну, то есть, получается, он был таким идейным вдохновителем? Или все-таки вы? Кто? Мы как-то вместе думали, как это все преподнести, под каким соусом. Может, под этим, а может, под тем. Но по итогу первый раз мы были горды за картинку. Прям я был горд, что машину разбили, потому что, а как по-другому? Это зачем? молодость. Зачем? На самом деле, то, что машина была разбита, это гуманизм по одной простой причине, потому что Антон Мамоненко спас жизнь главных героев. Сюжет должен был быть другой. Да, где у них не сохраняется. Да, но в конце съемок Антон сказал, мне очень жаль, если машина слетит в кювет с героями. Так молодость не должна заканчиваться. Давай они просто ее разобьют. Я сказал, хорошо. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях участники группы Intelligency Всеволод Довбня и Юрий Тарасевич. Да, ребят. Безусловно, да, все верно. Ребята, мы знаем, что вы хотите как-нибудь сделать совместную композицию вместе с группой «Ленинград». О, это же... Да? Да, безусловно, то самое наше участие в шоу «Голос». Все жюри одинаково к нам относились хорошо, но вот возможно, что такой инсайт, что вот именно вот это случится, тот самый фит. Сергей Шнуров был к вам неравнодушен, да? Да.
Он сказал, таких ребят я еще нигде не видел. Всеволод, а в чем это выражалось? То есть он, не знаю, там, когда вы выходили исполнять что-то, он вставал и кричал: «Ребята!» Не, ну типа костюмы, вот, ну как там, всем там просто наряжают всех, а он говорит, нет, давайте немножко поменяем. То есть он именно, ну... Он заботился о не вас безразличие, немножечко, знаешь, да? Своего креатива вкинул. Наша фишка, благодаря которой как бы именно мы понравились Сергею Шнурову, это некое странное отношение к музыке и так далее. Да, Ну и мы именно. тоже дым этот вот... Напустили дыму, как бы, да, То понравились. есть отошли от шаблонности, от штампов. Ребят, вы прославились своими выступлениями в необычных местах. Где-нибудь за кольцевой дорогой, на крыше недостроенной Не вспоминаю. высотки. Какое Да. было самое необычное для вас место? На крыше недостроенной высотки. Почему вы выбираете такие неоднозначные, злачные места? Потому что никто до нас их не выбрал. Надо же кому-то Выбрать. зайти. Надо Да? удивляться. Мгм. Как Ну бы мы составили конкуренцию в этом суровом шоу-бизнесе, в этом аду, назовем это так, современном, то есть с великолепными голосами, вот трехуровневыми мелизмами и сумасшедшими аранжировками. Широта диапазона, да. Да. Как бы мы это могли сделать, если Бе- бы не наши вылазки, вот эти потрясные концерты в нестандартных локациях? Ребят, а чем выступления вот на таких нестандартных площадках отличаются от концертных выступлений? Вот. Страшно. Страшно было на высотке, потому что она недостроенная. Реально, ну, я высоты боюсь, не знаю, как Сева. Я люблю высоту, но тем не менее, да, это было нелегко. И Ограждена площадка не была должным образом, замечу, как инженер-строитель по образованию. Вот. И поэтому, безусловно, было стремновато. с Но точки вид зрения, на подол, конечно. вид на подол. А, это Киев был, Великолепный надо сказать. Киев, ребята, это космос. Расскажите, пожалуйста, насколько сложно организовать такой концерт и какие были какие-то курьезные моменты, может быть, связанные? Курьезные на концертах? Да. Было куча смешных историй, например, когда группа не могла выступить в одном месте одновременно. Мы не могли организоваться должным образом и должны были в двух местах выступать одновременно. И по схеме Андрея И по схеме Разина, как «Ласковый дополнительные май», ребята. поехали. Да, дополнительные ребята. Вы с Юриком, как бы две группы, уехали. Но есть еще одно, то, что я всегда буду помнить и чем я всегда делюсь, когда мы играли на концерте в Гродно возле бильярдного стола, и последний трек мы решили, ну, Сева решил исполнить лежа. То есть он вышел к зрителям, ну, к людям, вот лег и просто вот так вот 4 минуты пел в микрофон. И это действительно, я понял, что мы — это ячейка музыки в этой... Другая ячейка, да? Нестандартно. Отличная от других, да. Да. Это круто, Другая. нестандартная, разрыв Поэтому, ребят, шаблона. рамки — это только то, куда вы себя сами кабанчиками загоняете. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях участники группы Intelligence Всеволод Довня и Юрий Тарасевич. Тут надо... У-ху-ху-ху. Молодцы. Мы всем нашим гостям предлагаем немножечко поиграть. Вы, естественно, не исключение. И предлагаем вам побороть искусственный интеллект. Конечно, не надо будет как-то взламывать сайт Пентагона. Вам просто надо будет побороть Шазам. Ничего Это- себе задачки. Понимаете, Ну, да. давайте. Это наш любимый враг. Итак, Шазам против Intelligence. Ребят, вы готовы? Да. Первый трек слушаем. Пусть победит сильнейший. Это же... 3 полоски, что-то Animal там, Jazz. Animal Jazz. Так, вы ответили. Они были на том 3 фестивале. полоски, да, Animal Jazz. Вы побеждаете, Спасибо. молодцы. Красота. Отлично. Они были на том фесте со Шнуром. Итак, ребята, Следующий. второй трек. AC/DC? AC/DC Back to Black. Блин, У меня Ну-ка. пластинка есть. я не назвал ACDC, ну ладно. Да! С одной Ничего ноты, себе, с одной да, ноты да. качнул. Итак, ребят, следующий трек. Это Би-2, по-моему, нет? А Шазам уже ответил? Я не знаю, что за песня. Ну, давайте послушаем немножечко.
Кто это? Кто это? Ну, Вызовите Uber. не знаете? Это Бон Джови. Вызовите милицию. Ну, в общем, тут Да, немножечко... да. Но это вы- ничего страшного, это ничего страшного. Есть группа Какой счет? просто- 2-1, да? Да. Мы пока выигрываем. Мы да? все вам расскажем позже. Итак, следующий трек. Кофе мой друг. Нервы. Нервы, что-то, кофе мой друг, кто-то там мой враг. Мой враг. Блин, я Так. не знаю, как называется. Кофе мой друг, Ну да, по-моему, ну так и все, вы... называют. Все, Шизам отдыхает. нет результатов нет. Может, версия лайвовая? Нет, это правда, это «Нервы», «Кофе мой друг» называется трек. Да, вы Всё. молодцы. Стыдно знать нервы, не знать Бон Джови. Вот вам и интеллидженси. Вот вы intelligence. Итак, ребят, следующий трек слушаем. Noise MC? Noise MC, я не знаю название. Что-то носит за MC. Каморки что за актовым залом? Да, за закрытой дверью. Noise MC, да? Да, молодцы, отлично. Это клёвая песня. Отлично. Итак, слушаем следующий трек. О, это Холостяк, этот ЛСП, по-моему, да? Вот это все ребята вместе. ЛСП, там еще два. Федук. Федук и еще третий Да, кто-то. ЛСП, Федук и Егор Крид. Егор Крид. Да. Холостяк, все есть. А откуда вы знаете? Не, это все вы знаете, я не знаю. Я такое не знаю, я такое нет. А я с краю там сижу. Я фанат ЛСП большой. Ребята, следующий трек послушаем? Да. Поехали. Я вот это Это знаю. наш любимый Сергей Ну Шнур. да. Только какая песня? Я знаю. Ты моя... Подожди. Я не знаю. Я не помню песню, но Сергей Шнур это. Я не помню. Подожди. Я хоть припев одну будет? угадал. Я хоть одну. Как называется? Ты моя самая любимая. Самая Ты любимая. моя, Точно. ты моя Самая любимая. Серега, Отлично. извини. Ребят, спасибо вам большое за то, что поучаствовали в нашем небольшом интерактиве. Было Вы очень интересно. выиграли. Спасибо. Я вас поздравляю. Это все Юрик. Вот, вы видели, Последний да? раз я эти слова «вы выиграли» слышал от Якубовича по телевизору. А теперь и от меня. Причем он ему говорил, Якубович, с телевизора. Вы выиграли, Юрий. Я в детстве мечтал о видеодвойке, чтобы и телевизор, и кассету. и видик. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях участники группы Intelligence, Всеволод Довбня и Юрий Тарасевич. Ребят, недавно вы отыграли онлайн-концерт, верно? Да. С другими исполнителями. Расскажите, чем такой формат исполнения отличается от вот, традиционного для вас? Просто вот после каждой песни хочется вызвать Uber, любую службу такси и уехать куда-нибудь, ну, где, знаете, шумит там березы, вот как у Безрукова. То есть настолько... Одиноко, холодно? Нет, просто, ну, а смысл? Ну, подожди, ну как смысл? Смысл Нет то, что... отдачи, да, обратно. Да, это непривычно, это нужно, поэтому мы что? Мы терпим, ребят, для вас. Мы терпим. За жизнь. Мы за живые концерты, мы за контакт, за общение живое. Когда мы только начинали, мы специально отказывались от высоких сцен, чтобы коннект был как Да, можно мы противники ближе, сцены, как можно конструкции. ближе с да. теми, кто пришел. Мы всегда выступали на одном уровне с людьми по высоте. то Был есть на концерт, уличных когда концертах. шел дождь, ребята, которые пришли послушать, держали зонтик, чтобы мне ноутбук не намочило. Кто-то мне подсказывал, какой трек дальше. То есть вот прям вот очень близко. Но я понимаю, что в современных, невозможно это сделать, поэтому мы терпим. Онлайн, терпим онлайн. Ребят, у нас к вам осталось еще пару вопросов, но не в совсем простом формате, в формате блица. У вас будет время на ответ максимум 10 секунд. Изобразите реакцию, когда вы узнали, что ваш трек попал во все чаты. Что? Что происходит? Почему? Уберите деньги. Уберите деньги. Назови 3 качества, которые помогают в работе. Ну, первое, конечно же, квинтэссенция, самим собой. Второе, это... Бытия, да? Турбулентность. Второе это упорство, и третье это уши. Без ушей, ну, вряд ли там что будет. Все вот утренние привычки, без соблюдения которых весь день пойдет на смарку. Вот лично у тебя. Удариться краем мизинца о порог. Привычка. Да.
Разлить кофе на лицо. разлить кофе на себя и с отличным настроением пойти в итоге. Идеально. Сейчас идеально. вопрос к вам обоим. С какими музыкантами бы вы хотели сыграть? Не- Ну давай объявим фит все-таки этот, который Да, намечается. у вас есть который что-то? наш вот инсайт. Да? Давай, объявляй. Дорогие друзья, у нас эксклюзивная информация для всех поклонников группы. Говорите. Давай, Юра. Фит с Витасом. Что? С Витасом. Серьезно? Да, он написал в инсту. Да. Это то, на чем мы выросли, то, что до сих пор актуально каким-то образом становится. И то, что, молодежи, может быть, преподают по другим соусам, типа там переиздание что-то, но мы все это любим, ценим, поэтому... Пускай пишите. молодежь со своим соусом, да, остается, а мы будем Да, со а мы своим под своим- кетчупом. да. Со своим кетчупом, да. Лас кетчуп. Или китченезом, да? Мой любимый казахский язык. Коко Джамбо тоже классно. Отлично. Ребят, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в Спасибо. гости. Спасибо. Мы желаем вам творческих успехов и, конечно же, ждем ваш фит с Витасом, с Шурой, с Ленинградом, с Айовой. Божьей коровкой. Что зависло? Гранитный камушек. Я просто... Так, и давайте из Бузова еще что-нибудь тогда. Ну а прежде чем мы попрощаемся, хотелось бы поблагодарить концептуальную площадку белорусских дизайнеров Тренд Парк, а конкретнее магазин 7.11, за то, что они сделали мою соведущую такой прекрасной. Ну, я поняла, по какой схеме ты пошел. Тогда я позволю себе поблагодарить магазин мужской одежды Insight за такого красивого и свеженького Лешу. Оля, не могу не спросить, а то снова забуду. Женское «Ой, все». Это означает окончание разговора или нет? Или не стоит так рассматривать? Леша, я не понимаю, ты же женатый человек, ты должен был уже в этом разобраться давно. Это «Ой, все» троеточие. Это как бы дух перевести, понимаешь? А что тогда считать окончанием разговора в женской версии? Смотри. Друзья, до свидания, до новых встреч! А, вот как. Ну тогда пока, друзья, до скорых встреч. Скоро увидимся в шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Хорошего дня, пока-пока!